بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья и сестры, дай Аллах, чтобы принял этот баракатный маджлис восхваления пророка, алейхиссалату вассалам, маджлис, которым воздаем шукру Всевышнему Аллаху за ни'мат ислама, за ни'мат то, что мы являемся из уммата нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, которые хотели даже предыдущие пророки быть мусульманами из этой уммы. Так они желали. Алхамдулилля, нам этот ни'мат дан, дарован Всевышним Аллахом. Поздравляю всех этим баракатным маджлисом. Но, как говорил предыдущий алим, печалимся за то, что уходит такой баракатный месяц в Раби'уль Ауаль. Но все-таки вера мусульманина, любовь к пророку, алейхиссалату вассалам, это не уходит с уходом этого месяца, поскольку милость пророка, алейхиссалату вассалам, и его религия, они будут до судного дня. Как об этом Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна нахну наззальна зикра ва инна лаху лахафизун». Аллах говорит: я послал эту религию ислам, и я его сохраню до судного дня, говорит Аллах Та'ала. Алхамдулиллах. И еще, дорогие братья, ученые, алимы, они тоже обращают внимание на один такой момент, что слово Раби'уль Ауаль, слово Раби' в переводе с арабского означает весна. Раби'уль Ауаль тоже в нем есть это слово весна. И говорят алимы, что с приходом пророка, алейхиссалату вассалам, в этот мир пришел, говорит, весна для этого мира, который бесконечный. Весна двух видов, говорит. Весна, которую мы знаем все, сезон года, который меняется: лето, зима, осень, потом приходит весна. Эта весна приходит и уходит. Также Раби'уль Ауаль месяц приходит и уходит. Каждым годом она приходит. Но Раби', та весна, которая наступила с приходом пророка, алейхиссалату вассалам, эта весна никогда не исчезнет. Как Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ма арсальнака илля рахматан лил аламин». Я послал тебя, говорит, о Мухаммад, алейхиссалату вассалам, как милость для всех миров. На самом деле был пророк, алейхиссалату вассалам, милостью для всех миров. Если мы будем изучать его жизнедеятельность, жизнеописание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, а это мы должны изучать. Мы обязаны изучать, как ученые алимы говорят, даже, говорят, наших детей мы обязаны в первую очередь ознакомить нашим любимым пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалам. Аувалю ваджибин аля аба. Это первая обязанность родителей. До того, даже как научить их намазу, мы должны обучить своих детей, ознакомить наших детей с нашим любимым пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалам. А если мы его узнаем, если мы ознакомимся им, то непременно, то обязательно у нас будет любовь к пророку, алейхиссалату вассалам. Истинная любовь, которая потом в последующем будет отражаться в нашем поведении. А это и есть цель любви к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы она отражалась в нашем поведении. Как Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Обращается к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, говорит: скажите тем людям, которые говорят, что они любят Всевышнего Аллаха: ин кунтум тухиббуна Аллаха, если вы его искренне любите, фаттаби'уни, так последуйте же за мной. Юхбибкум Аллах, и Аллах тоже вас полюбит, говорит. Здесь попросили рассказать хоть одну историю о любви к пророку, алейхиссалату вассалам. Эту историю мы несколько раз, хоть все маджлисах, многих маджлисах это упоминается, но все-таки «Фадаккир фа инна зикра танфа'уль му'минин», говорит Всевышний Аллах, напоминай людям, воистину напоминание дает пользу верующим людям, говорит, обладающим иманом. История Билаль Асхаба, радийаллаху анху, который все время находился возле нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам,
и который является его муаззином, личным муаззином, который читал азан. И каждый раз, когда наступало время намаза, Билал Асхаб, радийаллаху анху, поднимался и читал азан, и после азана прибегал к пророку, алейхиссалату вассалам, и говорил ему: «Ас-салата, я Расулаллах». Наступило время намаза, о посланник Аллаха. Вот так он прибегал и напоминал ему лично тоже, кроме как читал азан. Однако Билал Асхаб, радийаллаху анху, после того, как пророк, алейхиссалату вассалам, покинул этот бренный мир, покинул тоже, это неправильно будет, поскольку его рахмат, его шафаат остается с этим миром. Перешел с одной жизни на другую жизнь, загробную жизнь. Билал Асхаб, радийаллаху анху, не смог представить жизнь без пророка, алейхиссалату вассалам. Поскольку все, что было в Медине, все напоминало ему о его любимом пророке, алейхиссалату вассалам, о любимом всеми нами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. И он переселился, говорит, в местность Дария возле Дамаска, в Шаме. Однажды во сне Билал Асхаб, радийаллаху анху, увидел пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, который говорил ему: «Махадихи ли джафвату я Билал». Что за грубость, которую ты проявляешь, о Билал? Почему столько времени ты можешь отдалиться от меня, не посещая меня? «Ама ана лака антазурани». Разве тебе не пора навестить меня? Говорил пророк, алейхиссалату вассалам, во сне Билал Асхабу, радийаллаху анху. Услышав эти слова, увидев этот сон, Билал Асхаб, радийаллаху анху, проснулся, говорит, и быстро же, приготовившись, направился в Медину, не дожидая до утра даже, говорит. Когда посетил раудат пророка, алейхиссалату вассалам, его зиярат, говорит, не смог сдержаться, обнял его могилу, говорит, и плакал так, как будто бы он, говорит, помыл свою бороду, намочилась его борода от слез, говорит, из-за тоски и любви к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. К нему пришли, тогда подошли, говорит, внуки пророка, алейхиссалату вассалам, Хасан и Хусейн, радийаллаху анхума. Увидев их, когда обнял Хасана и Хусейна, радийаллаху анхума, Билал Асхаб, радийаллаху анху, почувствовал в них запах его любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, которого он так сильно любил и тосковал по нему. То обнимал их, говорит, то обнимал раудат пророка, алейхиссалату вассалам. В таком состоянии был Билал Асхаб, радийаллаху анху. Хасан и Хусейн, также жители Медины, попросили Билал Асхаба, радийаллаху анху, прочитать им азан так же, как читал он во время пророка, алейхиссалату вассалам. Поскольку голос Билал Асхаба, радийаллаху анху, было для них связано с пророком, алейхиссалату вассалам, и это напоминало им, они так же, как тосковали по пророку, алейхиссалату вассалам, также они тосковали по его голосу тоже, поскольку это было связано с ним. И любить пророка, алейхиссалату вассалам, это любить все, что связано с ним. Любить всех, кого любит пророк, алейхиссалату вассалам. Любить всех тех, которые любят пророка, алейхиссалату вассалам. Эти признаки любви, истинной любви к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. Тогда, ответив на их просьбу, Билал Асхаб, радийаллаху анху, поднялся на то место, где он читал раньше азан, и стал читать, говорит, азан, ответив на просьбу жителей Медины. Когда Билал Асхаб, радийаллаху анху, произнес первые слова азана, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, жителей Медины, говорит, охватила дрожь. Когда еще раз произнес Аллаху Акбар, еще раз так, как будто бы охватила дрожь жителей Медины, говорит, второй раз. Когда Билал Асхаб, радийаллаху анху, произнес слова Ашхаду алла илляха илляллах, Ашхаду алла илляха илляллах, жители Медины, которые даже сидели в домах, выбежали на улицы, говорит. Даже женщины, которые обычно не выходили, молодые девушки, обычно свободные женщины, укрывались дома, лишний раз не выходили, тогда они даже выбежали, говорит, на улицу. И начали люди спрашивать друг друга, Абу Иса Расулуллах, воскресся, что ли, пророк, алейхиссалату вассалам, воскресился, что ли, пророк, алейхиссалату вассалам, спрашивали. Поскольку Билал Асхаб не читал азан, кроме как для пророка, алейхиссалату вассалам, и после пророка не читал его. Узнав о том, что не воскресился пророк, алейхиссалату вассалам, жители Медины говорят,
охватила, говорит, печаль и скорбь, и грусть из-за тоски к пророку, алейхиссалату вассалам. Охватила их плач, говорит, что они... Даже сам Билял Асхаб, радийаллаху анху, когда дошел до слов «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», он захлебнулся в слове «Мухаммад», «Ашхаду анна Мухаммад», когда сказал, не смог дальше завершить азан из-за слез, которые охватили его. И историки, которые пишут историю Медины, они передают, что не было такого дня, которым так сильно охватила печаль и тоска по пророку, алейхиссалату вассалам, как тот день, когда Билял Асхаб, радийаллаху анху, начал читать азан, когда он читал азан. Дорогие братья и сестры, также истинный верующий человек, любящий Всевышнего Аллаха, любящий пророка, алейхиссалату вассалам, он тоже не сможет, когда наступает такой благословенный месяц, как Рабиуль Ауаль, или же когда что-то связывающее, как месяц Рабиуль Ауаль, что-то любое другое, какая-то причина, напоминающий им пророка, алейхиссалату вассалам, не сможет быть равнодушным, как будто бы он не живой. Не может такого быть. Если человек искренне любит кого-то, то это проявится в его эмоциях, его чувствах, его поведении. И поэтому мусульмане всего мира, когда наступает Рабиуль Ауаль месяц, они все больше читают маулиды, больше говорят о пророке, алейхиссалату вассалам, восхваляет Всевышнего Аллаха, восхваляет пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Зато эта милость, как Всевышний Аллах сказал в Коране, «Куль бифадли Аллахи ва бирахматихи». Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. «Куль бифадли Аллахи ва бирахматихи. Фабидалика фальяфраху». Аллах велит, чтобы мы радовались милостью и теми ни'матами, которые Аллах Та'ала дарует нам. А какая же милость, какая же благо может быть больше, чем милость пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, о котором сам Всевышний Аллах назвал его рахматом. Как же может мусульманин не выражать свою любовь к пророку, алейхиссалату вассалам, когда вот такой повод бывает для этого? Дай Аллах нам, дорогие братья, тауфик, быть искренне любящих к пророку, алейхиссалату вассалам, и следующих его суннатам, которые, поскольку он является примером для подражания, чтобы мы старались подражать, а не в наших словах, только лишь мы ограничивались его восхвалению. А из его сунната приведу в конце вот этот хадис, в котором пророк, алейхиссалату вассалам, обращался к одному из своих сподвижников, Анас ибн Малику, радийаллаху анху. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Я бунайя, о сынок», говорит, Анасу говорит, «Ин qadarta аля ан тусбиха ва тумсия, лейса фи кальбика гишшун ли ахадин фаф'аль», говорит, «О Анас, если ты можешь держать свое сердце так, чтобы не было ненависти никому из людей, так держи свое сердце таковым», говорит. Дальше говорит: «Я бунайя», говорит, «О мой сынок, о сынок», говорит, из-за вежливости обращается ему как «о сынок», «Вадалика мин суннати», это мой суннат, говорит. Не держать зло, не держать ненависть к другим людям, говорит. «Вадалика мин суннати». «Ваман ахья суннати факад ахаббани». А тот, который оживляет мой суннат, говорит, это человек искренне, который любит меня, говорит. «Ваман ахаббани», а тот, кто любит меня искренне, «Кана ма'ия фил джанна», будет со мной вместе в раю, говорит. И еще на деле тоже еще однажды показал, когда одного, который выпил спиртное запретное, когда наказывали палками, несколько раз, видимо, его наказали, и асхабы сказали, сколько раз можно его наказывать этого, и произнесли проклятие, говорит ему, да будет ему ла'нат вот так. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: не проклинайте его, говорит, фаиннаху юхиббу Аллаха ва расуляху, воистину, хоть сколько бы он ни грешил, юхиббу Аллаха ва расуляху, это в Бухари приводится. Он же воистину любит Аллаха, говорит, и его посланника, алейхиссалату вассалам. Дай Аллах, чтобы мы тоже посмотрели в наших братьях-мусульманах на тот момент, что они любят Всевышнего Аллаха, любят его пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, любят его довольствие. Вот чтобы мы из-за этого тоже друг друга полюбили. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуh.